В алмазной столице, на первый взгляд, такой проблемы, как жестокое обращение с животными, нет. И тем не менее, в ночь с 29 на 30 июля на даче, где организован временный приют, произошло жестокое убийство и избиение животных. Приехала следственная группа, все записали, все зафиксировали. Пока тишина. Волонтеры не собираются отступать в деле с расправой над беззащитными собаками. Они обратились за помощью в Общество защиты животных города Якутска и Москвы. Случаи насилия в отношении животных продолжаются, и не только со стороны взрослого населения. Дети и подростки копируют поведение живодеров. Влияние оказывают и случаи, участившиеся в центральных городах России. Чему может научиться ребенок, если и взрослые поступают подобным образом? Что заставляет детей и подростков жестоко относиться к животным? С таким вопросом мы обратились к психологу реабилитационного центра «Доверие». В любом случае, если происходят такие факты, такие ситуации, это все свидетельствует о неблагополучии ребенка. Современные дети, пожалуй, чаще, чем прежде, проявляют жестокость и агрессию. И это обусловлено различными факторами. Мировая статистика говорит, что 85% преступников против личности в детстве издевались над животными. Поэтому психологи утверждают, только своей заботой и любовью к братьям нашим меньшим можно показать подрастающему поколению иной пример. Мария Урцева, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».